высоких дозах мозг перестает фильтровать информацию и начинает ее принимать. Эго растворяется, органы чувств перестраиваются и что-то начинает говорить. Это не ощущается как воображение, это ощущается как разумное, автономное, древнее. В разных культурах описания совпадают. Ацтеки называли грибы плотью вакуум, сибирские шаманы маленькими учителями. Современные психонавты называют их сущностями. Разные названия, одна и та же структура. Контакт. Вопрос не в том, реальное ли видение, вопрос в другом, почему множество разных умов переживают одну и ту же архитектуру. Геометрию, языки и существ встречают друг с другом. Еще более неудобный факт. Споры грибов способны выживать в вакууме космоса. Они сконструированы для выживания. Теренс Маккенна предполагал, что они не эволюционировали здесь, они прибыли сюда. Если это так, то грибы не технология. А у технологии есть намерение. В древнем мире те, кто управлял измененными состояниями, управляли знаниями. В современном мире мы